Президент Аслан Джани провел совещание с главами администрации городов и районов Абхазии. В совещании приняли участие руководитель администрации президента Алхас Квициня, его заместители Зураб Каджая, Саида Будба, Валерий Пабба, министр по налогам и сборам Джансух Нанба. Глава государства предложил участникам совещания представить информацию о том, как обстоят дела в районах и в городах республики, а также подвести некоторые промежуточные итоги. Район, يكون خراب نكرج أجباز بوس زوا وبرات глаз عشا عن بزيخة تглаз عشا в целом بزيخот حزب وبريانبي إخبي حيك вчера обратно старого похрала шага. Прошел год совместной работы, за исключением главы администрации Ачимчирского района. Состав у нас не поменялся. Подведем некоторые итоги, обсудим текущие вопросы. Предлагаю сегодня работать в таком ключе. Руководитель администрации президента Алхас Квициня обозначил вопросы, которые были вынесены для обсуждения в ходе совещания. Мы на наше совещание пригласили министра по налогам и сборам. Он тоже проинформирует о собираемости разных видов налогов на ваших территориях. В целом по Абхазии нас проинформирует. И я хотел бы поговорить по вопросам тем, которые у вас, особенно это касается глав районов, сколько земель у вас, сколько они по времени находятся в аренде, что-то производится на них, и под что берут люди, платят ли за них налоги, что предпринимается, когда они нарушают какие-то договорные отношения о территориях в ваших городах, о облике, и обо всем об этом, я думаю, будем говорить обстоятельнее. О том, какая ситуация с собираемостью налогов сложилась в настоящее время, доложил министр по налогам и сборам Джансух Нанба. Если говорить об общих итоговых цифрах за 5 месяцев, при плане в 865 миллионов рублей за 5 месяцев собрано 1 миллиард 26 миллионов рублей. Общее перевыполнение плана идет на 18%, 18,6%. Если говорить в целом по районам, то можно выделить положительную динамику с нарастающим итогом, в первую очередь по Гагарскому району, Гудаутский район, Сухумский район, Гулрыбш. Значит, отстают от выполнения 5-месячного плана у нас на сегодняшний день только Ачимчирцы. Ачимчирский район 69% выполнения 5-месячного плана. Все остальные районы идут с положительной динамикой. Незначительной, но положительная динамика есть. Хотелось бы сказать отдельно о результатах мая месяца. Здесь ситуация чуть-чуть похуже. При плане за май 208 миллионов рублей, фактически поступило в бюджет 188 миллионов рублей. Здесь результаты отрицательные показали город Сухум, 83% исполнения, Сухумский район, 84% исполнения, и Ачимчирский район 67,5% исполнения. Все остальные районы показали выполнение плана или перевыполнение плана. Если говорить о задолженности, которая сформировалась у нас на 1 июня 2021 года, общая цифра задолженности составляет 905 миллионов рублей. Это ровно на 60 миллионов рублей меньше той задолженности, которая была по данным на 1 мая 2021 года. То есть динамика в части сокращения положительная. Из общей задолженности в 905 миллионов текущая задолженность составляет 99 миллионов рублей в целом по республике. Проблемная задолженность составляет 674 миллиона рублей, и задолженность по налогоплательщикам, не прошедшим перерегистрацию, составляет 132 миллиона рублей. Отдельно хотел бы добавить взаимодействие налоговой службы с службой судебных исполнителей. За весь период
В службу судебных исполнителей направлено 230 материалов на общую сумму задолженности 157 миллионов рублей. Результат на сегодняшний день взыскано порядка 14,5 миллионов рублей. Главы столичной и районных администраций представили отчеты о ситуации в регионах по обсуждаемым темам. Начну с индивидуальных предпринимателей. Их в районе 395 зарегистрировано. На общем режиме налогообложения 85 предпринимателей. И тех, кому выписывается патент, 135. И по спецналогу, это за квадратный метр, 175. Вот всего 395. Юридических лиц у нас 79 организаций зарегистрировано в районе. Из них работающих, сдающих баланс 25 всего. 2 было зарегистрировано в этом году. 38 это бюджеты, ну тоже рассчитываем их по подоходному налогу. Тоже зарегистрированы, тоже юридические лица, но это не ведущие предпринимательскую деятельность. 11 организаций деятельность приостановлена. У фирмы ГАЛ, Нерудпром и фирмы Нева занимаются судебные приставы. Ну, там судятся по изъятию имущества. И одна фирма Империал Фарма, они на инкассе. По землям. Все, что сказал министр, да, я тоже, у нас в районе такие же данные. Мы за 5 месяцев динамика была везде положительная. У нас было небольшое перевыполнение по всем показателям практически. Кроме одного, это был спецналог. Ну, там и сумма была небольшая, там 50 тысяч, ну, вот его выполнение было не 96%. Все остальное идет с опережением 109%, 117%, 146% и так далее. Ну, не выше 150%. Земельный налог перевыполнен на 117%. Вот самый большой показатель. По землям. Ну, заявки на земли в районе большие. Это один из аграрных районов республики с большим обладанием плодородных земель, и, наверное, поэтому заявителей очень много. Сейчас на рассмотрении земельных комиссий находится 13 заявителей, которых рассматриваем. За 2021 год выдано 4 заявителям. Это ООО «Мандарин». Они заявлялись на получение земель под посадки красной кукурузы, красной называют, 1200 га. Это самый крупный заявитель. Министр сельского хозяйства об этом в курсе. В принципе, он этого инвестора нам прислал в район. Земли им выданы, вот они начинают работу. Дальше еще Органик Агро. Это заявители под Голубику. Они хотели 400 га земель. Мы договорились так, 200 им сейчас выдаем. Смотрим их работу, 200 за эту фирму зарезервировали. То есть то, что еще и надо, договорились, что туда никому не выдаем, оставляем за ними. Ну, посмотрим, как они справятся с 200 гектарами. 150 рабочих мест. Программа идет не только выращивание, это фасовка, это обработка, это там весь комплекс. Большой проект, как-то ее презентовали, и глава в курсе. Дальше 80 га для выращивания однолетних культур, это кому выдано. И ИП Лакоя 80, ИП Колбая для закладки цитровых культур. Он тоже является заявителем Минсельхоз. Минсельхоз будет ему помогать, выделяет ему проволоку, там пока для крады. Ранее и 13 сейчас находятся на рассмотрении. Ранее были выданы. Всего земель, ну, район административных 43 тысячи гектаров. Из них 29 это сельхозугодий в нашем районе. По цитрусовой у нас 259 гектаров, не так много, хотя, казалось бы, Гальский район, и цитрусов должно быть много, но вам больше всего это Квачальский район и соседние, но в Гальском районе это всего 259 гектаров, это один совхоз крупный, принадлежащий администрации. И под орехоплодный у нас 5000 гектаров уже выданы. И мы еще можем, залежи так называемые земли еще не использованы, около 5000. Земли сельскохозяйственных назначений 18 200 га. Всего в аренде около 420 га. Выделены под коммерческий объект 149 га. Задолженность на сегодняшний день по оплате земельных налогов составляет 1 миллион 981 тысяча рублей. То есть это от квартала уголь 1 миллион 735, от квартала 2010 и камни Ходжала там 240 тысяч рублей. На территории Кушайского района зарегистрировано 83 организации, из них 41 организаций бюджетных, 13 организаций государственных, 29 коммерческих. То есть вот 27 миллионов это у меня
Задолженность юридических лиц по налогам 1.06.2021 года составляет 27 миллионов 113 тысяч рублей. Это квартал уголь 12 миллионов 570 тысяч, НДС 5 миллионов 980 тысяч, налог на имущество 3 миллиона 900 тысяч, подоходный налог 995 тысяч, земельный налог 1 миллион 732 тысячи рублей. 3 июня 2021 года в районе 14 ковид-больных, из них 8 пациентов находятся на стационарном лечении, состояние 14, на сегодняшний день 14. Из них 8 пациентов находятся на стационарном лечении, состояние средней степени тяжести. 6 ковидных приходят в лечение дома. По сравнению с прошлым месяцем эпидемическое состояние ухудшилось немного в городе. Значит, на сегодняшний день школа номер 1 и детский садик Джумхух закрыты на карантин. С 8 мая в больнице идет вакцинация населения. Уже 135 человек прошли вакцинацию, все в удовлетворительном состоянии, без осложнений. Глава администрации Чимчирского района Бислам Бигбава объяснил, с чем связано отставание по собираемости налогов. Оно связано с тем, что в этом году практически не состоялся сезон рыбной путины. Из-за этого бюджет недополучил 54 миллиона рублей. Налог на прибыль у нас только 18% выполнения. Подоходный на 87% выполнили. Спецналог на 75%. Патент наполовину. Налог на имущество ничего, 95%. Ну, акциз превысили 118%. Проводится работа сейчас везде. Видим, там 2 села уже это проделали. Дальше идут? Идут, и лоры хорошо чистятся. Сейчас в реках начинаем чистить, если касается туда дальше. Там работы, в Атапе сейчас я провел работы там по усилению моста, там подмыв был. Поставил бульдозер, вот там 3 дня подтаскивал, потому что там на пещеру его могло бы снести, этот мост. Если его снесло бы, у нас проблем было бы гораздо больше. И дорогу тоже там поддерживать. Сейчас будут чистить дорогу. По количеству больных прививаются люди. Сейчас им создаю комнату там, потому что больница в таком состоянии. Ремонт делаю, где будут самих ковид. Пока Карбеевна делает у себя в кабинете прививки. Но я сейчас им комнату оборудую, буквально день-два. Было 8. Не знаю, там каждый день ситуация меняется, но было на позавчерашний день 8 человек. Вот. Вакцинируют порядка 10-15 человек, колеблется. Но люди, хотя они могут справиться и с большим количеством людей, но люди пока неохотно идут. Вот сегодня собирал глав сельхозадминистрации. Была убедительная просьба донести до всех жителей, потому что некоторые люди до сих пор не знали, что идет вакцинация. Все на слуху. И пообещали все это сделать, выполнит. Будут доводить. Организованно глава администрации будет собирать списки, подавать в больницу. И она будет, да. Участники совещания отмечали, что в городах и районах много приватизированных объектов, которые годами не работают. Немало и арендованных земельных участков, которые не используются по назначению. Выслушав руководителей местных администраций, Аслам Жани отметил, что они должны вести статистику хозяйств, знать, сколько земель в их районах, на что ориентированы эти земли, сколько гектаров обрабатывается, что выращивают. Разработайте типовой договор, в котором будет предусмотрена ответственность сторон. В случае невыполнения обязательств теми, кто берет землю в аренду, договор должен быть расторгнут в одностороннем порядке. Это единственный и самый главный ресурс, которым мы располагаем. Это земельный ресурс. Этим ресурсом надо научиться пользоваться грамотно. Этот ресурс, во-первых, не должен простаивать, во-вторых, он не должен находиться в руках тех, кто не умеет им пользоваться. В-третьих, это государственная собственность. Руководители районов и городов, вот назначенные мной, несете за это ответственность. Я видел десяток договоров, в котором никакая ответственность не предусмотрена. У нас есть такие договоры в комитете по имуществу, которые зарегистрированы несколько лет назад, и мы не можем никакие меры предпринять, не расторгнуть. Договоры типовые вы разработаете, и глава администрации, и никто в районе не имеет права подписывать иные договоры, кроме как той формы, которая отсюда к вам придет. У вас земли больше, чем есть, не будет.
И вы будете туда пускать тех, кто с квадратного метра будет больше зарабатывать. Завтра жизнь будет заставлять такие подходы реализовывать. Это сегодня кому-то кажется, что это ничего не стоит. У вас есть управление сельского хозяйства, у вас есть финансисты в районах, государство им платит заработную плату. Они должны просчитать. Понятно, что там могут быть какие-то отклонения, но они будут для всех, и для инвестора, и для нас. Предполагаемую, значит, расчет урожая, предполагаемая цена, предполагаемая прибыль. Уважаемые руководители районов, за 1 год, который вы там работаете, вы все должны знать хорошо, в памяти, сколько у вас земель, характеристики земель, если даже данные устарели советского периода, что на этих землях растет более или менее, на что эти земли ориентировать и как грамотно этим всем пользоваться. В конечном итоге мы должны от этого становиться богаче населения нашего района, и бюджет должен пополняться. Прямым образом, косвенным образом, неважно. Земли должны быть задействованы, они должны быть в экономическом обороте. Налог на землю – понятная, прозрачная история, и сам бизнес тоже. Глава администрации Сухума Беслан Эшба объяснил, с чем связано незначительное отставание от плана по собираемости налогов в столице. По ковиду у нас ситуация следующая. Да? По городу было всего заболевших 5687, 5228 выздоровели, 140 на изоляции. Инфекционная больница, она, сейчас мы добавили койки, запустили реанимационное отделение на 7 палат, полностью оборудовали, нам и помогли, и койками там, и оборудованием Минздрава, остальное все мы сами сделали. Вот, и запущено дополнительно 7 полноценных реанимационных мест в инфекционной больнице. Сейчас не 36, вернее, а 44. Будем дотягивать до 50. Не реанимационных остальных, но по палатам. Тоже это дело доведем. Тяжелых много, там порядка 10 человек сегодня в инфекционной больнице. Она практически сегодня основная по городу Сухум и ближайший Сухумский район, там и Гулиевский тоже подтягивается туда же, в эту инфекционную больницу. Могу доложить, что за 5 месяцев, если говорить о городском бюджете, он исполнен без малого на 102%. Во всяком случае, если мы считаемся отстающими, то от перевыполнения отстающими. Вот так можно высказаться. И природу перевыполнения тоже можно было конкретизировать. Если она составляется из вновь выявленных, то в городе Сухум такой проблемы не наблюдалось ни год, ни 2, ни 3. Это были отдельные случаи, когда выявлялись, и сейчас эта работа продолжается, мы ее будем усиливать, конечно, и так далее. Но, во всяком случае, цифры говорят за себя. Порядка 102%. Что касается мая месяца, который у нас выпал, исполнение было 84%. Было, в принципе, уже июнь, да? Плановый показатель прошлого года, при том, когда НДС, часть НДС зачислялась в местные бюджеты, да? Он был 93%, факт был 97%. То есть мы перевыполнили май месяц в прошлом году. А если его разложить, этот платеж, да, скажем, бюджет городской, то там сидело НДС 16 миллионов. В данный момент, этого НДС у нас нет, есть налог на прибыль. Но налог на прибыль не такой постоянный налог. Да, он имеет какие-то определенные рамки поступления в городские и так далее, другие бюджеты. Поэтому могу привести пример. Допустим, в прошлом году, если брать апрель месяц, он отчетный, квартальный, когда сдаются балансы квартальные. Да? По городу Сухум прошлый год был 35 миллионов поступления, в этом году 104 миллиона. То есть это апрель месяц, вот такую разницу дал. То есть мы хотим сказать, что май месяц брать как отчетный период и считать его неисполнением, немножко здесь, в нашем случае, во всяком случае, можно было бы это не делать на этом такой акцент. Факт мая месяца. В этом году 71 миллион по отношению, я уже как говорил, то есть 71 миллион. Он разнится. Планка была 100 миллионов. Исполнение 70. Попробовали разобраться. Посчитали, что так называемый оборотный налог, так скажем, НДС, понятно, что в этом году его нет, мы его теряем. Естественно, упор на налог на прибыль, как он 100% у нас остается. Да? Выяснили, что кто больше всех в этом месяце заплатил, в этот период заплатил, и где получилось выпадение.
Значит, в 2019 году виноводы Абхазии заплатили 46 миллионов налог с прибыли. В 2020 году 58 миллионов, в этом году 7 миллионов. Почему? Потому что у них произведена была отгрузка, ну и пока еще выручка не поступила, поэтому они заплатить налог на прибыль не смогли. Ну, пришлось в эти детали полезть быстро, оперативно. Но факт то, что невыполнение, допустим, налоговых платежей в городской бюджет не исполнено по ряду объективных причин. Выпадение в настоящий месяц по отношению к прошлому году НДСа и не поступление в полной мере налога на прибыль теми предприятиями и организациями, которые были в прошлом году и позапрошлом году стабильно платили в этот период. Дело в том, что у Вина и вода Абхазии, да, предприятие, есть произведенная предоплата по НДСу, да, в мае месяц мы не выполнили по платежам. Вот. То, что отгрузка была произведена, товар не пришел, налог на прибыль не заплатили. Временные сложности мы за полугодие, конечно, выровняем, у нас будет, я очень надеюсь. Далее о ситуации в возглавляемых ими регионах рассказали главы Гулрыбского, Гудаутского, Сухумского и Гагрского районов и города Новый Афон. За 5 месяцев текущего года мы выполнили бюджет, полугодовой бюджет. На сегодняшний день собственные доходы 27 миллионов 530 тысяч из запланированных 23 миллионов. Но если брать сравнение с прошлым годом, вот это на 8 миллионов больше. На сегодняшний день это 41% перевыполнения вот за 5 месяцев. Но и тем не менее, это сухие цифры, категорически нам не хватает денег, катастрофически не хватает денег. Мы сейчас за те деньги, которые мы зарабатываем, делаем скважины в 2-3 селах, делаем скважину в школе, Дранской школе, где воды у детей нету, там ЮНИСЕФ будет делать основную работу, но они просят, чтобы мы хотя бы скважину сделали. Как только там начали делать, с сел пошли люди, в одном, во втором, в третьем селе делаем скважину, делаем крышу Матярской администрации, в которой сосредоточено немало. Там и ЗАГС находится, и САБЭС находится, и общество инвалидов Гулрыбского района. Много отделов, которые не помещались в администрации, мы их туда перевели. Крыша течет долгие годы, мы ее никак не могли сделать. Я надеюсь, что в этом году сделаем. То, что касается земли, у нас самая большая проблема – это земельный налог. Ни в каких других налогах у нас нет отставания. Единственное отставание у нас вот по земельному налогу. Сегодня у нас 642 земельных участка по району общей площадью 1618 гектаров находятся в аренде. В том числе 1171 гектар – это сельхозугодия, землепользователи. Самым большим держателем земли у нас в районе является Винные воды Абхазии. Они занимают территорию 250 гектаров, довольно-таки неплохо обработанные, если вы наверняка видели эти участки. Да, давно уже виноградники, они давно производят вино из этого вина. Виноград замечательный у них, один из лучших виноградов. И вообще, думаю, что по Абхазии, наверное, одни из самых лучших плантаций у них там находятся. Затем несколько ООО у нас находится, которые занимаются и цитрусами, и овощами, и кукурузой. Безусловно, вот как вы перед этим говорили, мы не один раз в год планируем, сколько же будет урожая. Это в начале сезона, потом, когда начинает более-менее созревать урожай. Не всегда совпадает наше видение. Сельское хозяйство, оно во многом зависит от погодных условий. Если позволите, перейду в ковидную тему. То, что у нас в районе заболевших 1478, выздоровело 1390, но это сухие цифры, амбулаторно 29 человек, 51 человек у нас за это время умер, в Гудаутах 6 человек находятся на излечении, вакцинации. Вот на сегодняшний день прошли 104 человека. Динамика за 10 дней мы ее смотрели, в день 2 человека в среднем, там бывает 3, бывает 1. Динамика вот такая, она на убыль идет. Коротко так, цифрами я скажу ситуацию по ковиду. С 29 марта 2020 года, это первая регистрация заболевания по Абхазии, ковид, по июнь 2021 года в Гудаутском госпитале 514 человек. Сегодня у нас лежат 14 человек тяжелых и 18 человек средней тяжести. Лежат. Да, все. 32 человека.
Всего, да. За 5 месяцев текущего года всего поступило налоговых поступлений, платежей 64 миллиона 10 тысяч рублей. При плановом задании 47 миллионов 95 тысяч, что составило 136%. Выполнение на 16 миллионов 915 тысяч рублей больше плановых показателей. С темпом роста 140% по сравнению с 2020 годом. Перевыполнение плановых показателей за текущий период связано с налоговыми платежами, такими как налог на прибыль при плане 3 миллиона 72 тысячи, фактически поступило 7 миллионов 373 тысяч рублей. Это 240 выполнения. В районной инспекции Министерства по налогам и сборам зарегистрировано юридических лиц 402 юридических лиц. Из них представляет отчетность только 190 субъектов. Индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 2087. Осуществляет деятельность в летний период около 1000 индивидуальных предпринимателей, а в остальное время года 500 индивидуальных предпринимателей. По не предоставившим бухгалтерскую отчетность, это уже принимают соответствующие меры. Приостанавливаются операции по счетам, выставляются инкассовые поручения. На 1 июня текущего года по Гудаутскому 82 юридическим лицам выставлены инкассовые поручения. И по 4 субъектам материалы переданы в службу судебных исполнителей. РИЗО посетило 124 229 человек с объемом выручки 42 миллиона 116. Новоафонская пещера 82 тысячи человек с объемом выручки 41 миллионов. За аналогичный период прошлого года данные объекты посетило 31 622 экскурсанта с объемом выручки 12 миллионов 729 тысяч. Да, динамика роста относительно прошлого года составляет 163%. Суммарно это 32 миллиона рублей. Предприятий зарегистрировано в районе 170 организаций, из них 40 не прошли перерегистрацию, 130 официально работают, но из них работающими можно считать 35 организаций всего, которые пополняют бюджет района. Это что касается показателей по доходам. По ковиду ситуация следующая. 826 человек всего инфицированных за все время болезни. 15 человек на сегодняшний день являются инфицированными, но амбулаторно в стационарных учреждениях ни одного человека нету. Прирост за неделю плюс 8 человек. Умерших 2 человека. РБ проходит лечение 8 человек, 8 больных. Амбулаторно получают лечение 42 человека. Запущен процесс вакцинации населения. На данный момент привилось уже 160 человек. По налоговым сборам в Гагринском районе план консолидированного бюджета на первый квартал 2021 года составлял 62 миллиона 600 тысяч рублей. Фактические поступления составили 90 миллионов 541 тысячу рублей. Перевыполнение составило 27 миллионов 941 тысячу рублей. Это за период первого квартала. Начало второго квартала налоговые поступления консолидированного бюджета за апрель месяц 2021 года при плане 24 миллиона 600 тысяч рублей. Фактические поступления составили 56 миллионов 476 тысяч рублей. Перевыполнение составило 33 миллиона 588 тысяч рублей. Я правильно говорю? В общем, за 5 месяцев, округлим так, за 5 месяцев план стоял 113 миллионов 700 тысяч рублей. По факту собрано 179 921 тысяча рублей. В районе у нас 1859 юридических лиц. В 2017 году, когда люди должны были переходить, перерегистрацию, да, новые ННН, многие не прошли. Из них остались 950 человек. Стабильно платят, сдают балансы 460. Остальные стоят их заблокировали, балансы кто не сдает, счета арестованы. Физических лиц в общем
за 25 лет были выданы 2100 физически, получили документы. На данный момент работу производят 520 фирм. К летнему сезону эта цифра добавится до 1600, до 1700. Это общая площадь сельскохозяйственных земель в районе 20 тысяч. 16 тысяч из них под пастбища. 9 тысяч это горный массив и 7 тысяч на полях внизу. Под пашню 409 гектаров, многолетние насаждения 462 гектара, в том числе и цитрусовые 199 гектаров, сады 148 гектаров и сенокос 422 гектара. Итого 1640 гектаров. Остальные земли числятся в залежах неиспользованных. Есть люди, которые не оплачивают аренду. План на 2021 год, налог на прибыль. План стоял 29 миллионов 655 тысяч. Это виды налогов какие. По факту 48 миллионов 389 тысяч рублей. Подоходный налог 38 миллионов 422 тысячи рублей. По факту 47 миллионов 700 тысяч рублей. Курортный сбор 157 тысяч, факт 513 тысяч рублей. Спецналог 3 миллиона, план. По факту 7 миллионов 855 тысяч. Налог на патент у нас хромает, план стоял 853 тысячи, но это сейчас небольшая сумма, но все равно. Факт 271 тысяча. Налог на имущество 4 миллиона 42 тысячи, план. Факт 8 миллионов 900 тысяч рублей. И земельный налог. План 8 миллионов 551 тысяча. По факту 22 миллиона 755 тысяч рублей. Как-то вот такие показатели, цифры. Выполнение, если сравнивать, естественно, с 2020 годом, порядка 200% по всем поступлениям у физ, у юрлиц. В прошлый год, аналогичный период, это ничего не работало, сейчас все работает. Да, пандемия была, все закрыто было, август месяц только заработал. За 5 месяцев выполнение порядка 200% по всем видам налогов, в среднем. Я вас бы очень просил еще раз, чтобы вот эти вопросы, которые мы здесь поднимаем, это чтобы не было без внимания вашего, на месте уже. Любое предложение президента, это уже как для нас, для всех поручение. Мы должны это выполнить, чтобы потом ему сказать, вот эти проблемы, они сняты или сделаны так, как положено сделать. Президент Аслам Жани призвал глав регионов усилить свое взаимодействие с администрацией президента. Глава государства поручил руководителю своей администрации Алхасу Квицине проводить регулярные совещания с приглашением глав регионов и держать на контроле решение актуальных проблем и своевременно докладывать об их решении.